представьтесь, пожалуйста. Владислав Геннадьевич Цапин. Чебоксары разнесся слух, что приедет Павел Грудинин. Да, это так, Вот совершенно верно. сегодня мы собираемся встречать Грудинина, услышать его. Что вы думаете о нем? Я думаю, это очень достойный человек, как политик, как человек и как хозяйственник. Я думаю, сегодня мы увидим его лично и услышим все ответы на интересующие нас вопросы. Мгм. То есть в Чебоксарах он очень уважаемый человек. Не только в Чебоксарах. Выборы 2018 года, когда выбирали президента, показали, что он по всей России, у него рейтинг очень высокий. Если он занял второе место, за него проголосовало достаточное количество избирателей. Ну, лично мне он очень симпатичен. У него мало харизма, мало политики, но он трудовик. Я так думаю, что он Этот человек, хозяйственник. да, построил социализм в отдельно взятом предприятии. Да. Мне кажется, он очень ценен этим своим. Совершенно согласен, так оно и есть. Так, друзья, вот у нас еще члены КПРФ. Что вы думаете о нем? Вот представьтесь, пожалуйста. Коммунист, Юрий Дадюков, Чудай. Про Павела Грудинина что могу сказать? О нем можно тогда сказать, когда будешь у него в совхозе. Мы года 2 назад вместе с Андреевым, нашим Александром, первым секретарем, были, целый автобус ездили. И вот предыдущий товарищ сказал, это социализм в отдельно взятое государство. Там настоящий социализм. Людям платят. О человеке надо судить по его работе. Он как хозяйственник, он очень хорошо состоялся. Считая рядом с МКАДом его совхоз, все условия для жилья есть, для работы, и школы там самые лучшие. Юрий Витальевич, вот у нас в Чувашской республике и вообще народ Чувашии, это и республика, это аграрная, да? Аграрная. А Павел Андреевич, он же как раз хозяйственник, Да. совхоз. Совхоз. Чуваши поддерживают его? Ну, конечно, поддерживают. У нас же Чувашская республика тоже аграрная. Тут тоже сомнений нет. Чувашский народ должен за него голос сдать. Если он будет или депутатом, или президентом, и Чуваши будут большие изменения. Такой человек давно созрел. Если таких совхозов штук 100 было бы, мы вообще процветали бы, товарищ Олег, и Самана. Но почему-то власти в Кремле не хотят, чтобы у него был такие совхозы, как у Грудинина был. Ну, не хотят. А почему? А потому что боятся. Ну, это уже другой вопрос. Да, это другой. Пусть сам народ думает, Да, почему да. его Да, никак и Госдума не прессует многие. Потому что Олег, он слишком хорошо работает, товарищ Самана. Из этого страдает. И преимущество социалистическая работа тут наяву, чем капиталистическая. Это совхоз для блага народа, а другие совхозы, где любой предприниматель, он думает о своем кошельке, наверное. Хорошо, теперь ждем Грудинина и ждем, что он скажет народу. Да, будем ждать. Будем надеяться, что он скажет для чувашского народа самое хорошее и надеяться на его Спасибо. улучшение будет, скажем. Здравствуйте, Олег Самана, телевидение, интернет-вещание. Мы вас приветствуем в Чебоксарах, на чувашской земле. Интервью. Приветствую. Сейчас. Давай начнем. Я пока не видел его. Молодцы. Вот так теплым приветственным рукопожатием мы в Чебоксарах встречаем Грудинина. О, так. Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады видеть вас на нашей чувашской гостеприимной земле. Почетных гостей принято встречать с хлебом, с солью. И мы предлагаем вам отведать наш чувашский хлеб. Знал бы, не завтракал вообще. Приятного аппетита! Пожалуйста, дорогие Костюм. гости! У любой нации есть свои традиции, культура, праздники, национальные костюмы. Одним из видов чувашского мужского национального костюма является шубар. И
сейчас на этой дружеской встрече мы бы хотели преподнести вам небольшой подарок и вручить шубар. И хотели бы, чтобы вы его одели. Без вашей помощи я не Да, могу. да, обязательно вам. Обязательно. Тебя хочешь? Так, Красавчик. так, За отлично. ягодами пойдете? Отлично. Красиво. Так, Павел Николаевич, просим вас пройти Так, а можно сюда. с вами сфотографироваться? Да, отлично, Я конечно. персонально, а вы? Так, где улыбаемся? Улыбочку всем. Все, спасибо. Павел Николаевич, мы вас просим еще не отходить. Хотим с вами станцевать наш зажигательный чувашский танец. Там нет ничего сложного. Пройдите, пожалуйста, сюда. А Сергей Пройдите Иванович будет сюда. участвовать? Все будут участвовать. Давайте сегодня вы. Маша, Владик, пока у нас наблюдатель. Большое фото, я предлагаю всем участникам. Вертикально и горизонтально. Делай. Как ваши ощущения дня. в Чувашской Республике? Вот первый раз, первый день вы
здесь? Ну, знаете, Что вы оно такое испытываете? очень позитивное. Видите, и погода позволяет гулять. Я с утра прошелся по улицам. Очень чисто, и очень приветливые люди. Вот, очень красивые дети. В общем, знаете, сегодня, наверное, воскресенье, поэтому все такие расслабленные. Но все очень, как бы сказать, по-домашнему. Вот. Это вот такая территория России, в которой какое-то спокойствие чувствуется. И люди тут размеренные, такие уверенные в себе, работящие, вот я видел с утра. Вообще Поволжье это прекрасный регион, это сердце России. Да, согласен. Согласен, вы абсолютно правы. Поэтому самое лучшее, что есть на чувашской земле, это люди, которые здесь находятся. Такие искренние, и такие работящие. То есть этому народу просто нужно дать возможность развиваться так, чтобы действительно здесь было не только красиво, но и богато, зажиточно, чтобы люди тут жили гораздо лучше, чем они живут сейчас. Спасибо, спасибо. Это наш поэт чувашский, да. Салатаря. Где, куда смотрите? Так, Миш. Миша, иди сюда. Мишки не будет, он в него пленку забыл. Он. Давайте Сергей Иванович с Ириной вместе. И я тут встану. Так. Мишель, ты там фотографируй. Рафаэль Арестанович. Давайте. Ну, не знаешь, куда смотреть, но куда не будем. На Мишу будем смотреть. Мишель. Все. Миша, Миш, фотографируй нас. Павел Николаевич, наш лидер, один из наших лидеров, который не только силен в плане политики, но как хозяйственник добился высоких результатов. Его называют миллионером, миллиардером, но это совхоз-миллионер, которые были сотни, тысячи на территории Советского Союза, которые строили детские сады, школы за счет средств совхозов и колхозов. А я бы сказал, он будет теперь точно миллионером. Я думаю, что народ России проголосует за него. Уже проголосовали на выборах президента Российской Федерации миллионы граждан Советской Миллионы, да, Российской Федерации проголосовали за него. Потому что они хотят вернуть тот социалистический строй, ту социальную страну. Я кандидат в депутаты Госдумы по региональной группе после Сергея Ивановича Казакова. Это вы будете. Очень приятно. Я почему-то пересилю себе. Ну как хлебец? Вот, лучше не придумаешь, великолепный хлеб. Я его люблю и нюхать, и кушать. Очень вкусно. Хлеб всему голова, говорят. Совершенно верно. В широком понятии, да, все от хлеба идет. Да. Хлеба нет, жизни нет. Нету жизни. Хлеб – основа жизни. И хлеб – это экономика. Трактора. Но это очень, наверное, было символично с хлебом встречать Грудинина. Обязательно и соль. Тем более на чувашской земле он Надо впервые было, здесь. Да, и соль, и пуд съесть человеку знать. Ну что ж, приятно. Спасибо. Приехали 6 человек с Алатыря на встречу. Понятно. С Павлом Николаевичем. Люди тоже движение «Новый социализм» То есть он Платошкина. был уже в Алатыре? Нет, он не был. В Алатыре он навряд ли приехал. Мы приехали сюда. С Алатыря вот. Понятно. Ну, Алатырь — это город мне с детства знаком, я там вырос. В интернате. Да? Да. На Бугре? На Бугре. Он сейчас полуразрушенное стоит здание. Я в Закрыли курсе, его. я знаю. У меня видеоролики об этом интернате. И группы в интернате Алатырской, где мы воспитанники. Как С какого года-то? С 59-го? Я 59-го. Я пришел для того, чтобы поддержать товарища Грудинина и чтобы его включили в списки кандидатов в депутаты Верховного Совета. Поддержит коммунисты как? Поддержат за него? Коммунисты его народ поддерживает. Народ поддерживает его. Его не поддерживают только те, кто стоит в власти.
Понятно. Боятся, они боятся. Спасибо. Его Ну, сила, его популярности Да, и его всего популярность и остального. прочее, прочее.